Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. В случае экстренной ситуации любой житель Якутии может позвонить на единый номер 112. Какие же экстренные службы подключены к этому единому номеру, расскажет наш сегодняшний гость Денис Якухнов, начальник службы 112 Республиканского центра инфокоммуникационных технологий. Денис Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте в общих чертах расскажем, для чего все-таки предназначен номер 112. Номер 112 предназначен в первую очередь для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозе жизни и здоровья, также для снижения материального ущерба при возникновении несчастных случаев, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка, происшествиях и чрезвычайных ситуациях. Иными словами, номер 112 – это единое окно вызова всех экстренных оперативных служб. Тогда давайте напомним, какие службы подключены к этому номеру. К номеру 112 на сегодняшний день подключены такие службы, как противопожарная служба Республики Саха-Якутия, полиция, скорая медицинская помощь, газовая служба, антитеррор. Кроме того, все единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, находящиеся в районных центрах республики, также Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия. В этом году мы также в систему 112 включили и службу спасения Республики Саха-Якутия и ведем работы по подключению Республиканского центра медицины катастроф. Но учитывая, что служба 112 работает как служба экстренного реагирования, получается, что работает она круглосуточно? Все верно. Как и все экстренные службы, служба 112 работает в круглосуточном режиме, так сказать, 24/7, 365 дней в году. Вместе с тем, служба 112 – это та служба, которая, как я уже ранее сказал, объединяет все экстренные службы. Денис Сергеевич, вот вы сказали, что служба охватывает все населенные пункты нашей республики. А как быть с отдаленными поселками, куда даже порой транспорту добраться сложно? На сегодняшний день маршрутизация получения вызовов организована следующим образом. Человек с любой точки нашей республики, набрав номер 112, попадает в центр обработки вызовов службы 112, находящийся в городе Якутске. После чего оператор службы проводит опрос, понимает, какие экстренные службы необходимо привлечь для оказания максимальной помощи абоненту, гражданину, после чего создается унифицированная карточка информационного обмена и направляется уже на реагирование в те экстренные службы, которые необходимо привлечь. Сколько уже лет работает единая служба? Мы начали официальное свое существование и функционирование с 2019 года. Вначале мы работали в пилотной зоне. Пилотной зоной был определен город Якутск и поселок Жатай. После чего в течение 2019 года была проведена огромная работа по подключению и организации системы 112 уже во всех муниципальных районах Республики Саха-Якутия. Это в том числе и организация каналов связи, обучение личного состава и установка автоматизированных рабочих мест на рабочие места дежурно-диспетчерских служб. Скажите, а вот учитывая такой многолетний стаж работы экстренной службы, сколько примерно в год поступает звонков и с какой службой спасения чаще всего просят соединить? В день операторы службы 112 обрабатывают от 1500 до 2500 вызовов. За прошлый год операторы службы 112 обработали
около 600 тысяч вызовов. Чаще всего на сегодняшний день, конечно, вызовы приходятся по привлечению станции скорой медицинской помощи, также полиции. Но не стоит забывать и про сезонный характер вызовов. Так, в весенне-летний период увеличивается количество вызовов, связанных с привлечением противопожарной службы, в том числе на сухую растительность, горение мусора и прочие возгорания. Скажите, а вот, допустим, случилась такая ситуация, когда человеку нужна помощь, он обращается по номеру 112, ему нужна, скажем, пожарная. Он в тоновом режиме переходит на пожарную службу или его сначала связывают с оператором? Нет, немножко иначе все происходит. Сами операторы службы 112 ведут опрос и понимают, какую экстренную службу необходимо привлечь. То есть, если это привлечение противопожарной службы республики, то операторы сами проводят опрос и все необходимые характеристики вносят в унифицированную карточку информационного обмена, после чего уже данная карточка направляется на реагирование. Оператору противопожарной службы не нужно еще раз связываться с абонентом. Он уже, глядя на полученную информацию, назначает подразделение на реагирование. Скажите, а вот все знают номера еще, наверное, со школьных лет, как учат на уроках ОБЖ 01, 02 и 03. По ним можно звонить и обращаться? Да, конечно, данные номера никто не отменял. Они все функционируют, работают, но люди, попавшие в экстренную ситуацию, зачастую могут даже перепутать эти номера. И тут, конечно, номер 112, как я уже говорил, это единая точка входа, единое окно, где абонент может просто описать ту ситуацию, в которую он попал, и оператор уже сам за него примет решение о привлечении всех служб. Вы обрабатываете большое количество звонков, ну, имеется в виду, что ваша служба. Скажите, а бывают такие случаи, как ложные вызовы, и как их отделить от действительно тех, кому нужна помощь? Вы очень хорошо подчеркнули и обратили внимание на ложные вызовы. На самом деле это, конечно же, беда. Дело в том, что детские шалости и ложные вызовы, они очень сильно отвлекают операторов от и несения дежурства, и помощи людям, которым действительно необходима помощь здесь и сейчас. Родители зачастую дают телефон в качестве игрушки, вынимают из него сим-карту, и ребенок отвлекается на какой-то период времени. Но не стоит забывать, что на единый номер 112 можно позвонить с любого абонентского устройства, даже при минусовом балансе и без сим-карты. То есть мы все равно данный вызов получим, и мы данный вызов должны будем обработать. И очень печально, когда мы слышим в ответ детский голос, который Просто решил похулиганить. просто решил поиграть, да. Давайте вернемся к тому моменту, когда человек звонит и заполняется карточка абонента, какая происходит ситуация, какая помощь ему необходима. А можно ли определить местонахождение того, кто звонит? Это делается как-то посредством сигналов сотовой связи или, может быть, он сам называет свою локацию? Совершенно верно. Вместе с получением вызова в систему 112 оператор получает и информацию о его местонахождении. То есть на карте отображается точка абонентского устройства, которое находится на определенной территории. Это очень важный показатель, потому что люди, находящиеся в стрессовой ситуации, могут перепутать и свое местонахождение. То есть взять пример
потерявшихся людей на территории города Якутска. Находясь на Покровском тракте, они сообщили, что пошли в лес на Намцирском тракте, и благодаря вот как раз определению местоположения оператор переспросил, и определили все-таки, где же действительно находится человек. Мы с вами не поговорили еще, наверное, о самых важных единицах службы 122. Скажите, как готовятся специалисты для работы в этом центре 112? И насколько часто проводится повышение квалификации специалистов, которые все время находятся на связи? Да, на самом деле при формировании службы мы особое внимание уделяли профессиональным качествам операторов. То есть это и работа в стрессовых ситуациях, и их профессиональные навыки образовательные. То есть у нас очень много людей, операторов, работают с образованием психолога. Кроме того, ежегодно мы проводим курсы повышения квалификации. В прошлом году мы проводили курсы на базе Института дополнительного профессионального образования и повышения квалификации по программе оказания экстренной психологической помощи людям, попавшим в стрессовые ситуации. В этом году мы провели уже обучение на базе Республиканского центра медицины катастроф по программе «Основы медицинских знаний». Также при принятии на работу все операторы прошли обучение на базе учебно-методического центра ГУ-ИЧС по программе «Оператор системы 112». Благодарю вас, Денис Сергеевич, за интересную беседу. Давайте напомним нашим телезрителям, что звонить по номеру 112 нужно только в экстренной ситуации. Да, совершенно верно. И не только напомнить. Дело в том, что люди иногда набирают номер 112 случайно и сбрасывают данный вызов. Хочется отметить, что если вы случайно набрали, не кладите трубку, дождитесь ответа оператора и скажите, что вам экстренная помощь не нужна. В противном случае мы все равно увидим данный вызов, и оператору службы 112 придется произвести исходящий звонок и уточниться, точно ли вам не нужна помощь. Поэтому прошу не сбрасывать, а дождаться ответа оператора и сказать, что у вас все хорошо и вы в полном порядке. Кроме того, необходимо, конечно, родителям провести беседу со своими детьми и сказать, и объяснить, что по единому номеру вызова экстренных служб 112 необходимо звонить только тогда, когда вам или вашим близким угрожает опасность. Благодарю вас, Денис Сергеевич, за то, что стали нашим сегодняшним гостем. Ну а я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.